Доброе утро! Что мы можем еще сказать в этот прекрасный день, который наступил, который начинается, который сулит нам множество нового, интересного и познавательного в том числе. Здравствуй, Республика. 7:00 и вновь команда утренней программы приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Сегодня, как и всю эту неделю, с вами мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Ну и, как всегда, дорогие друзья, напоминаем вам о том, что это прямой эфир, и вы можете стать его участником. Легко и просто написать нам в телеграм-канал вопрос, возможно, предложение, возможно, какую-то идею, а может быть, скинуть какое-то видео. И если, конечно, все сложится, то вы прям здесь и сейчас сможете стать участником прямого эфира. Да. Ну или просто будьте с нами в телеграм-канале, и нам уже от этого будет приятно, и мы будем за это благодарны, конечно же. Ну, а по традиции, конечно, наступивший день мы начинаем с, наверное, одной из самых важных информаций, которую мы ждем, это, конечно же, информация о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 23 градуса. В Заречной группе 34,9 градусов ниже 0. В южных районах минус 3. В Вилюйской 7,5 градусов со знаком минус, в Нижнеленских 11. В западных 6 плюс 1. В Колыме-Нигирской 39,20, в Янских 36,21 градуса мороза. На северо-западе 22,11 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 20 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер 1 метр в секунду. Сегодня днем пасмурно. Температура воздуха ожидается до минус 7 градусов. Ну, что ж, хочется цитировать вчерашние и позавчерашние слова. Утренние температуры, во всяком случае, в Якутске еще не совсем весенние. И как будто бы день уже вполне себе прекрасен. Можно посвящать это время прогулкам, каким-то активностям на свежем воздухе, благо их тоже достаточно. Вчера кстати, говорили мы про катание на катках. Да. Да, вот один из вариантов. Ну, а сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Госуслуги «Дом» теперь доступны для жителей частных домов. Данные о недвижимости загружаются в приложение автоматически. С помощью госуслуги «Дом» владельцы частных домов могут подавать показания счетчиков и заказывать их поверку, оплачивать коммунальные услуги, а также обращаться в ресурсоснабжающие организации. Кроме того, им доступен новый функционал приложения «Гостевой доступ». В дальнейшем намерены добавить нежилую недвижимость и муниципальное жилье. Годовая премия в апреле и повышение зарплаты на 7,3% в июле. Эти приятные новости услышали сотрудники специализированного треста «Алмаз-Автоматика» на ежегодном хозактиве предприятия. Мероприятие прошло в традиционном формате «Вопрос-ответ». Работники подготовили более 60 обращений. Без внимания не осталось ни одно. Какие-то вынесут на хозактив «Алроса», который пройдет в апреле, а на какие-то управляющий трестом сразу дал ответы. В их числе снабжение средствами индивидуальной защиты. На хозактиве обсудили и другие пожелания сотрудников треста, в частности, улучшение условий труда вахтовых работников, увеличение компенсации за аренду жилья и другие. Над их решением будут работать в течение года. Если раньше СИЗы предоставлялись со склада «Алмаз-Автоматики», то с этого года СИЗы по северным площадкам в Айхале удачно перешли на аутсорсинг, выдается централизованно со склада поставщика. Это гораздо более удобно. С этого года данное же мероприятие будет реализовано с августа на Мирнинской площадке, на Кынской в тестовом режиме. И с 2026 года аутсорс будет централизован как раз на всех площадках. В Якутии стартовал 6-й республиканский фестиваль финансовой грамотности. Участники научатся управлять семейным бюджетом и защищать свои сбережения. Эксперты Центра финансовой грамотности Москвы и Министерства финансов Якутии расскажут якутянам о значимости финграмотности. Особое внимание организаторы уделили вопросам профилактики финансового мошенничества и киберпреступлений. В рамках фестиваля стартует региональная акция «Стоп, мошенники».
В рамках Малой академии креативных индустрий в Якутске проходят курсы по повышению квалификации педагогов. Программа формирования точек роста креативности в детской и молодежной среде разработана Арктическим государственным институтом культуры и искусств и Малой академией наук. На этих курсах у лучших преподавателей, в том числе и приглашенных спикеров, обучаются 40 педагогов со всей Якутии. Эксперты вооружают преподавателей знаниями и навыками для раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения. Эти курсы предназначены для педагогов разных уровней, начиная от воспитателей и заканчивая директорами школ. Мы сейчас готовим вот тех людей, которые будут работать как раз на местах, которые будут организовывать в своих школах по разработанной модели точек роста креативных индустрий. По этой модели они будут развивать свои школы и организовывать коллективы своих школ и детских садов. В Якутии дали старт юбилейному региональному этапу национального чемпионата для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 18 по 24 марта участники продемонстрируют мастерство в 68 дисциплинах. От инновационных управлений, таких как управление дронами, до традиционных, вроде медицинского ухода. В медколледже участники соревнуются в 8 компетенциях. Среди них медицинский, социальный уход, зубной техник и помощник фельдшера малонаселенных пунктов. В каждом направлении по 5 участников, среди них студенты и школьники из разных районов республики. О погоде узнали, со сводкой новостей ознакомились. А теперь, если вы еще нежитесь в своей кровати, самое время выбраться из нее и начать новый рабочий день. И чтобы организм был бодр с самой первой секунды подъема, мы рекомендуем сделать утреннюю зарядку вместе с нашим спортивным инструктором. Доброе утро, Республика! Меня зовут Евгения. Это мои ученицы клуба «Бриллианты Туймады». Давайте начнем этот день вместе с нами, с нашей небольшой разминки. Ноги на ширине плеч. Делаем глубокий вдох, выдох и вдох, выдох и вдох, выдох. Последний раз вдох, выдох. Руки на пояс. Наклоны головы вперед, назад, в стороны. Можно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Круговые движения головой. Спокойно. 1, 2, 3, 4, в другую сторону, 5, 6, 7 и 8. Правую руку положим на голову, наклон вправо, растягиваем мышцы шеи, небольшим нажатием на голову. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смена руки, левая рука. 1, нажимаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки сложили в замочек, завели за голову, наклон головы вперед. Небольшим нажатием тянем вниз. 1, 2, 3, 4, дышим 5, 6, 7, выросли. Руки вдоль туловища, поднимаем плечи наверх. 1, 2, максимально 3 наверх, 4, 5, 6, 7, 8. Круговые движения плечами назад. 1. Хорошенько собираем лопатки сзади. 2. Выводим вперед плечи. 3, 4. Вперед. 5, 6, 7, 8. Руки в стороны, ладошки в потолок, разворот рук. Вперед. 1, вернули в исходное. 2, еще 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Круговые движения от локтя. 1, вовнутрь, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. На этом у нас все. Повторяйте этот комплекс и будьте здоровы. Вообще утренняя зарядка, она способствует выделению эндорфинов, улучшает, конечно же, настроение, повышает уровень энергии, помогает снизить стресс. Вообще физическая активность также улучшает качество сна и общее самочувствие, что в целом способствует, конечно же, повышению чувства счастья. Так что не забывайте про зарядку по утрам, и будет вам счастье, как бы это ни звучало. Мы практически каждый эфир говорим о том, что же такое счастье, каким оно должно быть. Для кого-то счастье – это завтрак, для кого-то счастье – это активность какая-то, а кто-то думает, что счастье заключается лишь в том, что проснулся с хорошим настроением, и это уже счастье. Ну вот о формах счастья и вообще о счастье мы сегодня поговорим. Почему? Почему про счастье заговорили? Сегодня, 19 марта, отмечают Международный день счастья. Опять же, чуть дальше по эфиру поговорим, что да, счастье, оно в разные формы для каждого человека абсолютно имеет. Какие именно для наших горожан, для вообще, в принципе, общие. Все это узнаем чуть попозже. Ну а в целом, говоря про праздник, это праздник молодой. Отмечать его начали с 2012 года. А первоначальная инициатива его проведения принадлежит жителям маленькой горной страны Бутан. По их мнению, цель праздника – показать, что счастье – это основное стремление человечества, благодаря которому оно движется к миру и согласию. В целом, само же понятие счастья веками изучалось различными направлениями науки. Есть немало трактатов и трудов различных философов на эту тему. Но все же каждый человек сам для себя определяет, что такое счастье. Да, безусловно. Ну а далее расскажем о других памятных событиях сегодняшнего дня. На календаре 20 марта сегодня День Земли, День весеннего равноденствия, Международный день счастья, День французского языка. По народному календарю Павел Капельник. На Руси считалось, что с Павла весна идет. Впрочем, холод еще чувствовался. Это день в истории. В 1535 году в России проведена первая централизованная денежная реформа. 1792. Национальная ассамблея Франции одобрила применение гильотины. 1930. День рождения Московского авиационного института. 1933. Начались испытания самой большой в мире радиовещательной станции имени Коминтерна. 1992. Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая звезда». В этот день родились Генрик Ибсен, норвежский драматург, поэт и публицист. Святослав Рихтер, советский и российский пианист, народный артист СССР. Ирина Антонова, советский и российский искусствовед, академик, заслуженный деятель искусств РСФСР. Александр Морозов, советский и российский композитор-песенник, эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Екатерина Стриженова, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Именины отмечают Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел. Помимо прочего, сегодня отмечается и Всемирный день здоровья полости рта. Это часть нашего организма, про заботу о которой мы порой забываем, что, конечно же, грозит не только болезненными ощущениями, но и лечение последствий нашей забывчивости может вылиться в копеечку. Как сохранить зубы крепкими и здоровыми на долгие годы? Какие меры профилактики действительно работают? На эту тему мы сегодня побеседуем с нашим гостем, кандидатом медицинских наук, главным нештатным детским стоматологом Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Татьяной Алексеевой. Доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос, конечно же, какие самые, наверное, основные меры профилактики зубных болезней, заболеваний зубов можно обозначить? Профилактика – это самый эффективный и экономически выгодный способ сохранить здоровье зубы и десны. Регулярные осмотры и приход к врачу своевременно помогает своевременно выявить на начальных этапах и не дает возможности прогрессировать дальше. На сегодняшний день профилактике уделяется достаточно большое внимание, и особенностью в детском возрасте детской стоматологии является, что профилактика у нас начинается до рождения малыша, с антенатального периода, потому что закладка молочных зубов у нас начинается на 6-7 неделе беременности. С 17 по 25 неделе начинается закладка постоянных зубов. Далее идет у нас минерализация, которая продолжается после рождения малыша.
Далее у нас формируются осмотры согласно по возрастной группе. Эффективными способами профилактики детям это у нас то, что проводят наши врачи-стоматологи на ежедневном приеме. Это вторирование зубов путем укрепления эмали и защиты кариеса. Абсолютно безопасный способ. Это реминерализация зубов, когда используются специальные препараты для укрепления естественной структуры эмали зубов с путем насыщения ее минералами. Также у нас проводится герметизация зубов. Это защита жевательной поверхности постоянных зубов путем нанесения специальных препаратов. Очень интересные такие процедуры озвучили нам. Это всегда так было или это что-то новое? У меня такое ощущение, что в нашем детстве это вот ничего такого не было. Или было, просто мы не знали. С детства помню только чистить зубы. Да, В нашем детстве особое внимание уделялось лечению зубов. Но в последние года, в последнее время мы работаем над тем, что надо заниматься профилактикой. Профилактика – это основа нашего здоровья. Да. Лучше заранее позаботиться об этом, да? Хорошо. А как нужно часто посещать Да, вот стоматолога? вы как раз сказали, для что осмотры профилактического регулярные. осмотра? Профилактические осмотры мы начинаем с момента рождения ребенка. Ребенок только что родился и подлежит осмотру врача-стоматолога. В первый месяц рождения смотрят для выявления врожденной патологии и по показаниям направляют соответствующие специалисты. Детей первого года рождения осматривают 2 раза в год. Это 6 месяцев и 12 месяцев. Здесь уже дополнение к памяткам педиатра дают рекомендации врачи-стоматологи по подбору сосок, пустышек, по рациональному питанию, по гигиене полости рта, потому что мы с вами должны помнить, что уход за полостью рта у нас начинается, как только у нас прорежется первый зубик. Уже, 6 месяцев, да. Вроде бы еще ребенок сам ничего не может сделать, а родители уже должны беспокоиться за этот зубик, за один зубик Ну, хотя бы. вот. Как Это- только прорезался, мы уже начинаем. Да. Далее у нас идет по возрасту уже преддошкольный период. С 3 до 6 лет достаточно, если отсутствуют жалобы, привести ребенка 1 раз в год. Это месяц рождения ребенка. Здесь у нас идут рекомендации по рациональному питанию, по гигиене полости рта, как правильно чистить, какие пасты используются. И самое главное, в этом возрасте мы запрещаем использование соски и пустышки, что является профилактикой аномалий зубочелюстных, чтобы последующему ребенку прикус был красивый. Вот, ну как все взаимосвязано. Ну, вот по поводу гигиены мы уже неоднократно повторили словосочетание гигиена полости рта. А какие средства гигиены сегодня наиболее эффективны? Потому что все-таки самое распространенное – это чистка зубов. Утром, всем вечером, известное. всем известное. Но Да. есть же еще... Хватает ли этого или все-таки нужно, в идеале, чем-то еще дополнять? Мы рекомендуем чистить зубы 2 раза в день. Мы все уже об этом прекрасно знаем, что своевременно надо менять зубные щетки, мы подбираем зубные пасты, мы уже с вами научились подбирать это по возрасту. Мы покупаем дети согласно возрасту, потому что у нас содержание отличается, что самое главное, не было вредных веществ. Но сегодняшняя медицина, это научные исследования, это практикующие врачи пришли к тому, что уход за полостью рта, он должен быть комплексным. Мы уделяем значение не только правильной гигиене полости рта, также мы используем зубные нити, мы используем ополаскиватели, зубные нити мы используем, чтобы убрать зубной налет с труднодоступных мест. Проще говоря, между зубами, чтобы у нас уход был достаточно хороший. К сожалению, иногда зубные щетки не справляются, да. А использование ополаскивателя, особенно содержание фтора, снижает риск развития кариеса по проведенным исследованиям на 70%. Ну, то есть, пусть стоит он, допустим, у тебя этот ополаскиватель на работе, да, перекусила, поела, сполоснула, все, почему бы нет, да? Или после приема пищи, да, и опять же, если ты дома. То есть, ополаскиватель... в контексте детей, например, потому что все-таки мы и детскую полость рта тоже затрагиваем, заботу о ней и профилактику болезней. Тоже, в принципе, самой можно носить маленький какой-то. Да, а почему бы нет? Но, емкость. а есть такая вот современная штука, но уже, в принципе, наверное, для многих известна, как ирригатор. Да, ирригаторы – это домашнее устройство для удаления зубного налета и остатков пищи и массажа десен, что самое важное для нас. Тоже полезная вещь. Да, путем пульсации воды, да, очень удобно. Многим рекомендуем использовать, да, в домашних условиях. Эффективен он. Эффективно, да, эффективность у нас очень хорошо доказана. Также используются у нас электронные зубные щетки, которые меняют своевременно насадки, ионные зубные щетки. На сегодняшний день мы рассматриваем комплексный подход и современный. Ну вот, опять же, возвращаясь в контекст детского здоровья зубов,
какой ребенок не любит сладкие конфеты? Это, собственно, сахар, да. И правда ли, что сахар, вот он главный враг зубов? Или это все-таки миф, опять же, нашего Понятно. детства? Да, ну нет, тут, наверное, так вопрос, да. Правда ли, что он прям главный враг зубов? Понимаем, что он в любом случае вред какой-то наносит. Питание решает ключевую роль в здоровья полости рта. Рациональное питание – это когда мы включаем в рацион овощи свежие, фрукты, которые богаты минералами, витаминами. Мы должны с вами вводить в рацион ребенка и в свой рацион витамины, богатые кальцием и витамином D, что будут укреплять наши зубы и кости. Но также не стоим забывать, что действительно вот сладости, особенно газированные напитки, они, к сожалению, наносят ущерб нашему здоровью полости рта. Путем повышения pH полости рта, когда снижаются у нас буферные свойства слюны, и по проведенным исследованиям, мы интересовались тоже этими данными, что часто потребление сладостей не приводит риск развития кариеса 50%. Да, это достаточно высокий уровень показателя. И надо помнить, что вот частые перекусы, которые мы из лучших побуждений детям покупаем, чупа-чупсы, да, разные сладости, хочу это, хочу то, когда мы потакаем детям, надо помнить, что частые перекусы сладостями, они вредят нашему организму, в частности зубов, потому что это каждый раз надо помнить, это атака на зубы за счет кислотности. Итак, сладости Так сказать, сокращаем. сегодня ты тратишь 100 рублей на шоколадку ребенку, а потом- через 10 лет потратишь много тысяч рублей на лечение На зубов. пломбу, на одну пломбу. Итак, убираем сладкое, следим за гигиеной полости рта, правильно питаемся, ну и почаще приходим к стоматологу, хотя бы просто на Раз в год прием. на осмотр, да? Да. Профилактический осмотр, да, основа профилактики стоматологических заболеваний. Поэтому не ленитесь, дорогие друзья, а лучше посетите своего стоматолога, и там уже все вам расскажут, все ли у вас хорошо, а если не хорошо, то обязательно помогут. Спасибо большое за то, что посетили наш эфир. Мы желаем вам прекрасного настроения и красивой улыбки. Спасибо. Вот. Ну а забота о полости рта – это, конечно же, важный аспект общего здоровья и самочувствия. Улыбка, которая безупречно сияет, не только свидетельствует о здоровье зубов, но и формирует первое впечатление о человеке. Уверенность в себе, которую дарит красивая улыбка, становится неотъемлемой частью стиля и имиджа каждого. Но в основе своей мода и стиль – это все-таки одежда и аксессуары. Это умение выбирать цвета, ткани и формы, которые позволяют вам уверенно демонстрировать свою истинную сущность. И далее в рубрике «Мода и стиль» мы дадим несколько практических советов о том, как подчеркнуть свою индивидуальность. Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и сегодня ваша любимая рубрика «Советы от стилиста». Я знаю, что вы следите за этой рубрикой, мне многие пишут, и это очень приятно, дорогие друзья. Конечно, хочется, чтобы быстрее стало теплее, и, конечно, наши образы могут разнообразить наш день, поднять наше настроение и добавить цвета в нашу жизнь. Каждый сезон Институт Пантон объявляет новый трендовый цвет. И каждый раз в раздумьях, а стоит ли мне покупать какие-либо изделия данного цвета. Мне хочется, как стилисту, порекомендовать вам, что цвет – это состояние души, это состояние вашего настроения и той самой атмосферы, которую вы хотите принести своим образом в то место, куда вы пришли. Поэтому цвет необходимо подбирать, конечно же, в зависимости от своих интересов. Сегодня про это мы и поговорим. И, конечно, самый сок и самый тренд 2025 года – это коричневый. Этот цвет будет просто невероятно популярен, поэтому успевайте купить себе костюм, может быть, это будет свитер, может быть, это будет платье, а может быть, это будет и обувь, и сразу все. Коричневый цвет – это идеальный фундамент для вашего гардероба. Как его носить? Да носите его точно так же, как носили до этого черный, потому что коричневый отлично заменит базовый цвет, к которому мы уже так привыкли, а может быть, даже немножко от него устали. Именно коричневый цвет выглядит очень дорого и свежо. Выбирайте более шоколадные оттенки. Также сейчас, если вы обращали внимание, в тренде оттенок мокка. Это цвет кофе с молоком, как говорится, если сказать попроще. Поэтому именно такие цвета сейчас будут безумно актуальны. И, конечно, девушки, я рекомендую вам стараться наряжать не только себя, но и своих кавалеров. Поэтому обязательно постарайтесь и для него прикупить что-нибудь стильное. Прежде чем выбрать модный цвет на будущий сезон, обязательно проанализируйте свой гардероб. Посмотрите, какие цвета вы предпочитали в прошлом году, чтобы не повторяться, и внедрите 1-2 новых цвета на этот.
Если вы пока не готовы использовать яркие цвета и оттенки в своем гардеробе, попробуйте внедрить их в качестве аксессуаров. Это будет отличный эксперимент. А то, что задержится в гардеробе и очень сильно будет по душе, уже потом берите, как говорится, в полноразмерных вариантах верхней одежды, а может быть и в обуви, и может быть это даже станет основным цветом в вашем гардеробе. Всем желаю быть самыми стильными. Всем пока-пока. Помимо одежды повседневной, существует и одежда специализированная. А некоторые предметы такого гардероба призваны защищать нас от негативного воздействия внешних факторов. Да, и не поверите, даже такие вещи порой становятся предметами целых коллекций. Учащийся 8 класса политехнического лицея Вова Местников – обычный якутский школьник. Как и многие в его возрасте, увлекается коллекционированием. Вот только коллекция у него необычная, мальчишка собирает противогазы. Среди экспонатов различных средств индивидуальной защиты есть как распространенные модели, так и достаточно редкие. В Центре предупреждения и профилактики ЧС Якутии выставлена коллекция школьника. С этой необычной коллекцией поближе познакомилась Катерина Винокурова. Это самый старый в моей коллекции пока что. Называется он ГП-4У. Какого года? 1956. Учащийся 8 класса политехнического лицея Вова Местников не хуже взрослого экскурсовода. Рассказывает историю противогазов. И не только про них. Ну, сфера, где много людей скапливается. Это нынешний, есть же система пожарного, да? Здесь, в Центре предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций Якутии, выставлена коллекция школьника. За 6 лет накопилось более 22 экспонатов средств индивидуальной защиты. Самый первый преподнес в качестве подарка отец мальчика. Я прям его просил, чтобы уже несколько месяцев просил, ага. А потом, когда я шел после школы домой, он мне позвонил. Сказал то, что для тебя подарок, я уже такой обрадованный, бросил там друзей и просто побежал со всех ног домой. Потом увидел то, что там был такой, по типу вот такого вот противогаза, ага, это марки ГП-5. Вместе с Вовой рос и его интерес к военной технике. С детства родители водили мальчика на экскурсии и выставки. С детства, ага. У меня это военная атрибутики очень большая, интерес большой. Меня всегда водили на эти экскурсии. Но самое такое мне запоминающееся, еще я играл игры по имени, например, Сталкер. Ага. Он из легкодоступного, то, что можно было в коллекции, это был противогаз. Он самый такой распространенный и недорогой. Школьник – круглый пятерочник по физике, труду и ОБЖ. Увлекается электромонтажом, а один из любимых предметов – энергетика. Помимо прочего, Вова интересуется нумизматикой, но с будущей профессией пока не определился. В отрасли у меня очень много увлечений. Это, например, чинить там и так далее. Я занимаюсь электромонтажом. Ага. В нашей школе есть такое занятие, называется энергетика. В нем мы собираем там схемы, там, например, сборка щитов и так далее. Вот отрасли у нас много. Ну и, наверное, хочу тоже посвятить противогазам какую-то тему какую-нибудь. Музей первый, например, музей противогазов. В честь первой выставки Служба спасения республики вручила Вове подарки, чтобы необычная коллекция пополнялась. Это дозиметр ДП-22В. Ага. Он работает над тем, что мы берем это, вот, как вы видите, это какая-то металлическая, да? Мы ее носим с собой, ага, и она накапливает в себе излучение. Радиация, она прям вот так вот, как стрела заходит сюда, ага. Потом, спустя некоторое время, через сутки, мы берем, открываем вот тут колбу, ага, вставляем и вот так вот смотрим. И тут должна показываться стрелка. Там указывает, на сколько излучения, сколько было уже принято. История Вовы – это пример того, как детское увлечение может превратиться в нечто большее. Его коллекция противогазов не только отражает интерес к истории и технологиям, но и показывает, как хобби может стать способом самовыражения и познания мира. Возможно, именно такие необычные увлечения вдохновляют окружающих находить свои уникальные интересы. Катерина Винокурова, Владимир Павлов, Якутск. Как здорово. Я вот прям с удовольствием посмотрела этот сюжет, потому что, как сказала Катерина Винокурова, диву даешься тому, как вот мальчик заинтересован своим хобби, причем он не так поверхностно, он знает все детально и стоит и рассказывает об этом взрослым. И взрослые мужчины стоят и с удовольствием слушают его. Ну, на самом деле это не признак ли того, что, да, очень большая вовлеченность, большой интерес, что, в принципе, в жизни, наверное,
главное найти. Ну и вот так вот, видишь, коллекция, а на самом деле это просто кладезь знаний на самом деле. Не, ну вообще коллекционирование — это не просто хобби само по себе, это все-таки путешествие в мир воспоминаний каких-то, да, эмоций, уникальных историй, ну вот в данном случае каких-то технических характеристик, да, своих экспонатов. И они все заключены в каждом предмете, а каждая коллекция — это все-таки отражение нашей индивидуальности. Вообще в стремительном мире, полном суеты и постоянных изменений, мы чаще всего ищем счастье в мгновенных удовольствиях и материальных благах. Но настоящая радость может скрываться именно в том, что мы собираем на протяжении всей жизни. Да, причем не обязательно это могут быть предметы, а именно какой-то вот долгий процесс, который ты выстраиваешь, в конце он, конечно же, раскрывается и дарит тебе вот эту частичку тепла. Но вообще ранее мы говорили о том, что сегодня отмечается Международный день счастья, и для каждого человека оно имеет свой смысл, свое понимание, свои формы. И мы поинтересовались у жителей Якутска, что они вкладывают в понятие счастья. Согласитесь, для каждого счастье оно свое. Когда день рождения, там праздники. Счастье — это когда у тебя полноценная семья, у тебя все хорошо, дети, обуты, сыты, и образование даешь. Счастье – это здоровье человека. Для меня это семья. Ну, выходные. Благополучие семейное. То, что любишь. Дети, мир. Дети, внуки. Вот это, наверное, счастье. Это когда тебе всего достаточно. За то, что доставляет тебе удовольствие, наверное. С этим разобрались. А зависит ли счастье от места, где находится человек? Дом. Это, наверное, где ты родился. Родной город. Это, конечно, родина. Это мой дом. Здесь. Около родных своих. А если счастье – это время года? Май месяц. Весной. Прожили зиму. Все благополучно. Ну, я родилась зимой, но зимой тоже счастье. Это весна, когда надежда на все процветание, природа оживляется. Весна. Весной. И тепло, и холодно. Летом. Потому что летом жарко, хорошо. А интересно, можно ли управлять счастьем? Обратимся к психологу. Вот говорят, есть гормоны счастья. За что они отвечают и можно ли их тренировать, если так можно выразиться? Есть даже их 4, да, самые популярные: дофамин, серотонин, эндорфины, целая группа, да, условно говоря, эндорфины и кто еще был? Окситоцин. Вот, например, дофамин, да? Дофамин люди ведь иногда, когда боятся, что у них что-то не получится, подменяют реальное действие каким-то, например, просмотром вот этих шортсов, видео коротких, да? Растрачивают свои дофамины. Вот в моменты, когда нужно что-то сделать, доделать, когда какое-то дело ответственное впереди, например, лучше этим не заниматься, а лучше потратить дофамин на реальный поступок, да? Чтобы дофаминовую машину наладить, нужно вот со страхами позаниматься. А серотонин, когда хорошо работает, мы его вообще не замечаем. Мы чувствуем же себя просто хорошо. Вот когда его нет, да, когда его маловато, и нам плохо, просто... Мы чувствуем. Да, мы это чувствуем, когда командировки приехал, или, в общем, потерялся, нашелся, да, вот эта нормальная жизнь наладилась, возвращается серотонин. И вот это возвращение хорошего самочувствия, люди же говорят, счастье прямо, да. Вот, оказывается, много не надо. Да? Достаточно, чтобы базовые потребности были удовлетворены. Фантазируем дальше. А что, если счастье – это еда? Морские всякие, рыба, можно сказать. Жареная картошка. Домашняя еда. Фрукты, борщ, салаты. Еда, нет, еда у меня с счастьем не ассоциируется. Наверное, пицца. Люблю суп. Пойти на кухню, там вкусняшек поесть. О, это харта. Это печень жеребячая, это кёрчах. Да, домашняя еда, мамина или бабушка. Вот так. Оказалось, что якутяне, как, впрочем, большинство людей на Земле, чувствуют себя счастливыми дома, в окружении родных. Но больше всего любят весну и лето. А настроение поднимают не сладости, а натуральная, местная, желательно домашняя еда. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск.
Слушай, тут задумалась и поняла, что для меня, например, счастье — это в 7 утра сказать те самые заветные слова. «Доброе утро, республика». И ты знаешь, и в этот момент действительно ощущаешь некую дозу счастья, потому что ты понимаешь, что очень много телезрителей рады видеть тебя, и, соответственно, с помощью тебя они тоже испытывают немножечко счастья. То есть ты счастлив от того, что ты проводник счастья. Правильно. Что-то вот такое, ну, Да. интересный заворот мысли. Ну, а еще одним проявлением счастья, кстати, вот схожим с тем, что сказала ты, это, конечно же, профессия, как и у тебя, но не любая какая-то, абы какая, а то, что приносит искреннее удовольствие, как говорится вот в одной мысли, да, кому только ее не приписывали, сделайте свое хобби работой, и вам ни дня не придется работать. Поэтому, наверное, в таком ключе ты счастливый человек, Даша. Профессия, выбранная по зову сердца, интерес к ней не только не угасает с годами, но это ли не счастье? И как раз о людях, нашедших для себя такую профессию, и непосредственно об этих профессиях мы периодически рассказываем в нашем эфире. И сегодня мы поближе познакомимся с такой интересной профессией, как водитель автобуса. Меня зовут Елена, работаю водителем автобуса в МУП ЕПАК уже около 3 лет. Вот в профессию пришла случайно, никогда не планировала работать водителем автобуса. В далеком детстве на машине меня учил ездить дедушка, это было в 12 лет. Дедушка у меня был командиром экипажа Ту-154. Вот, и когда все дети советские мечтали стать космонавтами, я в свое время мечтала стать летчиком. Но летчиком я не стала, стала водителем автобуса. А водительское удостоверение у меня всех категорий, что и положено как бы водителю автобуса. Первую категорию, свою категорию «Б», я получила в 1998 году, в возрасте 18 лет, как это обычно бывает. Дальше, через несколько лет, отучилась на категорию «С», и еще через год на все остальные категории. Больше всего в ЕПАКе мне нравится работать именно на пригородных маршрутах, потому что каждый день у нас разные направления. То есть не один и тот же маршрут каждый день, а каждый день разные. Выезжаешь из города и мчишься навстречу там закату или рассвету. Это здорово, потому что можно ехать и представлять, что я еду в отпуск куда-нибудь во Владивосток. Пригородных пассажиров вообще обожаю. Не знаю, пригородные, они какие-то простые, дружелюбные, они заходят, улыбаются, они здороваются. Хотя, казалось бы, добираются на работу дольше, да, и платят за проезд 2 раза больше. А вот сами по себе они как-то какие-то проще, добрее. Сложности, наверное, учитывая особенности нашего региона, это в туман сильный, в темноте. Быстрее устаешь, потому что максимальная концентрация внимания нужна. Кстати, мой автобус зовут Пуговка. Вот, я очень его люблю, ее вернее. Стараюсь качественно за ней следить, ухаживать, потому что в наших северных широтах, конечно же, техника немножко капризничает, особенно в сильные морозы, и требует гораздо больше внимания. А чтобы стать водителем автобуса, наверное, в первую очередь нужно любить технику и любить людей. Большое количество людей в короткую единицу времени через вас проходит, и, соответственно, есть, конечно, свои сложности, но в целом привыкнуть можно. То есть любую профессию надо любить, а особенно профессию водителя автобуса. Сюда нельзя приходить пробовать, понравится, не понравится. Сюда необходимо приходить и работать. Хотелось бы, пользуясь случаем, передать привет пассажирам, особенно тем, кто меня знает и кому нравится со мной ездить. Вот. Хотелось бы вам пожелать в наше непростое время, конечно же, терпения, вот, удачи и, конечно же, оптимизма. Всем привет! Вот автобус почему-то ассоциируется не только с перевозками по городу, но и с путешествием, да, каким-то, если мы говорим про междугородние, да, иногда в странах, которые маленькие и рядом стоят, и на автобусе можно в другую страну даже уехать. Но это примитивное такое мышление, что автобус — это путешествие. Путешествия ведь бывают и такие абстрактные. Ну, конечно, и в том числе путешествие можно отправиться при помощи музыки, причем путешествия во времени, через эпохи, стили и эмоции. И у вас есть возможность отправиться в такое путешествие вместе с ансамблем Камерата Якутск филармонии Якутии. Их новый творческий проект «Параллели» — это не просто концерт, а настоящий диалог между классикой и современностью. Музыканты подготовили программу, которая станет настоящим открытием для ценителей классической и современной музыки. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Рогов, отличие культуры Республики Саха-Якутия, руководитель ансамбля Камерата Якутск, филармонии нашей. Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте, доброе утро, Якутия.
Давайте поговорим сначала о таком интересном проекте «Параллели». О чем он и кто ваш основной зритель? Проект «Параллели» это программа, собственно, названием этим представлена программа концерта, которая будет представлена зрителю в Саха-театре 22 марта. В этой концертной программе мы сочетаем музыку двух, как вы совершенно справедливо сказали, разных эпох. Значит, это 20-е годы 20 века и наша современность. У нас в программе музыка четырех композиторов, которые мы разбили по парам. Значит, первая пара композиторов — это Дмитрий Шостакович и Гавриил Попов. Они современники. И те произведения, которые будут исполняться в нашем концерте, написаны в 20-х годах, между 24-м и 27-м годом, 1924-27. Они совершенно разные. И эти произведения немножко разные по составу. Допустим, Шостаковича мы будем исполнять две пьесы для октета. Октета 8 человек, для струнного октета. А Гавриил Попов, мы откроем это имя для якутской публики, потому что ранее они никогда этого не слышали. Если Шостакович довольно часто представлен в афише филармонии, то о Попове никто ничего не знает. И это очень неправильно, потому что это очень талантливый композитор. Так вот, то произведение, которое мы исполним, это септет. Это произведение написано для 7 музыкантов. Ну вот, это что касается первой пары. Первая пара. Да. У нас есть вторая пара. Да, вторая пара — это композиторы наши современники. Это Настасья Хрущева и Павел Карманов. Настасья Хрущева — уроженка Петербурга, а Павел Карманов — москвич. Несмотря на то, что они живут в разных городах, они прекрасно знакомы и представляют собой музыку совершенно другого толка. Хотя и те, и другие — это русские композиторы, безусловно. Основное направление их музыки — это минимализм и метамодерн. Минимализм является частью метамодерна, как одной из главных, так сказать, стратегий написания музыки. И вот эти два композитора совершенно очаровательны сами по себе, и вот в этой программе займут свое замечательное место. То есть на вопрос о том, кто ваш зритель, мы так понимаем, что любой человек найдет себя в той или иной музыке, правильно? Потому Конечно. что, как мы и сказали, уже есть и современность, и классика. Ну вот тут есть, наоборот, небольшая загвоздка, то есть собирается концерт разных людей. Кто-то больше к классическому привык, кто-то хочет послушать современников. Невозможно отыграть концерт, там, первую половину такую, потом первая половина зрителей ушла, вторая зашла слушать вторую половину. И поэтому как найти баланс? То есть это все равно, да, это разная музыка, ну, как-то даже в смысловом понятии. Как найти вот баланс, чтобы понравилось всем? Мы всегда составляем программы так, чтобы увлекательно было всем поколениям. И даже дело не в поколении, а в наслушанности музыкой. Баланс между... На самом деле эти два стиля, которые мы представляем, это русский модерн и метамодерн, их разделяет примерно 100 лет. Но несмотря на это, вся эта музыка актуальна и сейчас, и мы всегда стараемся составить программу так, чтобы увлечь, чтобы представить разные, наоборот, как сказать, смешать разные стили. Потому что разные ощущения, разные эмоции испытывают люди, и вот в этом как раз и состоит смысл нашей программы. Ну, то есть некие коллаборации устраиваете, правильно, Да, Дмитрий? да. И вот мы знаем, что одна из таких коллабораций — это Настасья Хрущева посвятила свой цикл 9 пьес для камерного оркестра. Давайте поговорим немножко об этом. Как возникла такая идея и... Как взаимодействовали, Да. как работа проходила? Настасья Хрущева появилась в нашей программе несколько лет назад. Просто я случайно в интернете услышал одно из ее сочинений. Она очень универсальный человек, она пишет музыку и для театра, и для кино, и симфоническую музыку. Но вот я услышал одно из ее камерных сочинений под названием «Книга печали и радостей». Она мне очень понравилась. Я созвонился с ней, попросил ноты для исполнения. Она сразу живо откликнулась, прислала ноты, и мы в одной из наших программ 3 года назад ее исполнили. Ей понравилось наше исполнение, и через некоторое время она мне сама позвонила и говорит: вот у меня есть идея, сказать, музыки как раз для вашего состава, для вашего коллектива. Если хотите, я бы с удовольствием ее вам посвятила.
Конечно, я сказал, Надя, прекрасно, это же замечательно, потому что исполнители всегда ищут какую-то новую музыку, а композиторы ищут исполнителей для своей музыки. И вот благодаря вот этому контакту и программе Союза композиторов «Ноты и квоты» это стало возможным, и мы получили вот это сочинение буквально в сентябре 23 года. И, кстати, премьера этого сочинения произошла в Якутии, но не в Якутске, а в городе Нерингри как раз. Это было 30 сентября 23 года, и мы как раз находились на гастролях по Южной Якутии, и поэтому жители Нерингри услышали это сочинение первыми. Сейчас мы восстанавливаем справедливость. И даем возможность жителям Якутска послушать его, да? В рамках проекта «Параллели», да? Еще раз напомним, «Параллели» у нас когда? 22 марта. Да. Ну, мы приглашаем всех телезрителей, всех, кто действительно любит как классическую музыку, так и современную, посетить интересный проект «Параллели», который, я думаю, обязательно найдет отзыв в сердцах всех любителей музыки. Даже тех, кто себя вроде бы с музыкой так и не сопоставлял никогда в плане удовольствия от нее, почему бы не окунуться в новый мир, новое что-то для себя не открыть. Ведь открытие нового для себя — это тоже счастье. Ну, а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Первый поезд из Владивостока в Северную Корею отправится в мае. Международный маршрут появится в расписании Владивостокского железнодорожного вокзала. Рейсы будут выполняться раз в месяц. Состав будет включать 3 вагона, рассчитанных на 100 пассажиров. Путешествие по схеме туда-обратно займет 5 дней. Пассажирам будут предложены комфортные условия, купе и вагоны СВ-класса, оборудованные душем и туалетом. Стоимость 5-дневного тура, все включено, составит около 50 тысяч рублей. Оформление документов на себя берет компания-оператор. Штрафы за нарушение правил перевозки детей в автомобилях предложили повысить. Такой законопроект внесли в Госдуму председатели. Согласно документу, санкция для водителей ужесточается с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц с 25 до 50 тысяч рублей, для компаний со 100 до 200 тысяч рублей. В правительстве России поддержали законопроект, рекомендовав авторам обосновать предложенные размеры штрафов в соответствии с принципами соразмерности и дифференциации наказаний и возможности его исполнения автолюбителями. Ну а в рамках проекта формирования комфортной городской среды в этом году благоустроят 51 объект, из них 41 общественная территория за счет средств федеральной субсидии. 10 проектов – это победители всероссийского конкурса лучших в создании комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Сумма финансирования субсидий составляет около 286,5 миллионов рублей. Соглашения о предоставлении субсидий заключены с 22 муниципальными образованиями, из них 7 объявили закупку и предоставили всю необходимую документацию. 12 районов в процессе выявления победителей проектов и 3 муниципальных образования – Алданский, Нерюнгринский и Хангаласский районы – не справились с поставленными сроками. У нас есть те люди, которые отстают работу здесь, как говорится, не скажу, что проваливать, но желают, чтобы эту работу они форсировали и, как и другие муниципальные образования, справились с этой задачей. Но есть же и хорошие товарищи, которые вовремя эту работу провели, такие как муниципальное образование, как городской округ, город Якутск, Аймиконский район, Нерюнгринский, Вилюйский район, Верхневилюйский и Нюрбинский. Специальную акцию для держателей пушкинской карты запустили в историческом парке «Россия. Моя история». В ее рамках с 25 марта по 5 апреля посетители в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобрести билеты для своих родителей на тематическую экскурсию «Россия. Родина Великих Побед» со скидкой в 25%. Тематическая экскурсия представляет собой путешествие по страницам военной истории России, в ходе которой посетители узнают о подвигах воинов и народа Отечества со времен смуты и до лет Великой Отечественной войны. Стартовало личное командное первенство республики по борьбе «Хапсагай» среди юношей 10-11 годов рождения, посвященное памяти ветерана Великой Отечественной войны и мастера спорта Якутской ССР Василия Тихоновича Ильина. В соревнованиях участвуют 216 юных спортсменов со всей Якутии. Абсолютный чемпион получит главный приз – 50 тысяч рублей. Сумму собирают сами родственники мастера спорта.
Василий Тихонович Ильин, Кюстя, так, по-якутски такое, да, народное имя дали, потому что от природы он очень сильный человек был. Первый турнир был учрежден земляками в Верхневилюске еще в 1999 году. А с 2014 года этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий для школьников. А сегодня он включен именно в спартакиаду учащихся Республики Саха-Якутия как зачет. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Спасибо нашим коллегам. Но мы тоже вот еще такую новость, событие, да, расскажем. Sony представила нового хирургического робота, который способен совершать настоящую революцию в области супермикрохирургии. Это направление медицины, где хирурги работают с кровеносными сосудами и нервами диаметром меньше 1 миллиметра. Робот уже продемонстрировал свои возможности, выполнив сверхурочную операцию, зашив крошечную щель в зернышке кукурузы. Устройство оснащено системой телехирургии с минимальной задержкой. Хирург управляет манипуляторами с помощью специальных ручек-контролеров, а процесс наблюдает через стереоскопическую 3D-камеру с разрешением 4К. Это позволяет добиться невероятной точности и контроля. Эта разработка может сделать микрохирургию более доступной для врачей по всему миру, открывая новые возможности для спасения пациентов. Вот, как бы, вот, вы понимаете размеры вообще? Кукурузинки. Кукурузинки, он 3-4 шва, я заметил, наложил. На маленькой кукурузинке. На кукурузинке. Ну, ты представляешь, значит, медицина не стоит на месте, и это действительно, ну, фантастика, я бы сказала. Ну, вообще, ей вот реально лет 10-15 назад такое реально фантастикой казалось бы, и мы могли бы, ну, только в фантастических фильмах это увидеть. Но, кстати, иногда я натыкаюсь на мысль, что идеи для всех современных изобретений так или иначе приходят в голову изобретателей из тех самых фантастических кинофильмов либо книг. Да, но на первый взгляд такое очень даже может быть вероятным. Но, с другой стороны, можно посмотреть иначе. Да, возможно, обратная ситуация. Идеи для фантастических фильмов приходят из каких-то в головы сценаристов от изобретателей, ученых. Они же могут быть знакомы. Действительно. Какой теории придерживаться вам, решайте сами. А мы пока расскажем, что уже с сегодняшнего дня можно будет посмотреть на больших экранах в кино. А кто знает, может быть, там вновь будет какая-нибудь очередная идея для изобретения. Офицер Хэрис, Эрил Бут. Надеюсь, летать любите? На экраны кинотеатра «Центральный» с этого четверга влетает особо опасный пассажир. Всегда так трясет? Привыкаешь. Боевик снял 69-летний Мэл Гибсон, который за почти полувековую карьеру в кино сделал себе имя и как актер, и как режиссер. Улыбчивый добряк Марк Уолберг в фильме неожиданно играет злобного психопата. В основе сюжета клаустрофобное выживание в маленьком самолете, который вот-вот рухнет. Самое интересное. По сюжету федеральный маршал Медлин арестовывает на Аляске скрывающегося финансового преступника Уинстона, который связан с мафией. Он сразу предлагает дать показания против криминального босса в обмен на защиту и свободу. Однако доставить свидетеля из глуши до ближайшего крупного населенного пункта, чтобы потом переправить в Нью-Йорк, можно только на небольшом одномоторном самолете. После взлета Медлин и Уинстон оказываются в ловушке, поскольку пилот совсем не тот, за кого себя выдает. Пилот не нужен? По местам. По местам. Мелодрама «Шоу Герл» с Памелой Андерсон в главной роли. Лента знаменует триумфальное возвращение актрисы на экраны в роли танцовщицы, которая пытается начать новую жизнь в городе грехов. Лас-Вегас относился к нам как к звездам. Костюмы, номера. Это первая главная роль Памелы Андерсон спустя десятилетия. Кроме того, как у Деми Мур, которая вновь перезапустила карьеру благодаря «Субстанции», у Памелы Андерсон «Шоу Герл» история неожиданно актерского перформанса. О ней снова заговорили, но не как о звезде «Спасателей Малибу», а как об актрисе с драматическим талантом. Номер готов? Да.
Я буду танцевать. Музыку к фильму написал Эндрю Уайетт, автор хитов Леди Гаги и Майли Сайрус, который также значился композитором в нашумевшей комедии Греты Гервиг «Барби». Лента получила положительные отзывы критиков. Была номинирована на «Бафта» и «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая песня». Шоу Герл. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. В кино с 20 марта. Вот так незаметно пролетел час на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». И наш утренний эфир, к сожалению, ограничен вот этими временными рамками. Но мы не прощаемся, ведь... Но мы безграничны в Телеграме. Ну и завтра у нас еще есть один эфир, ведь завтра у нас пятница. Ну а сейчас такая небольшая новость для вас, дорогие телезрители. Но Министерство культуры и духовного развития Якутии приготовило для вас нечто особенное. В мобильном приложении «Победа-80» стартовал захватывающий квест «Вечные звезды», где вы сможете узнать больше о памятных местах Великой Отечественной войны, погрузиться в историю и, возможно, выиграть билет на главный парад Победы 9 мая в Москве. Чтобы узнать подробнее об условиях участия в квесте, переходите по QR-коду на экране и все узнаете. Вот обязательно отсканируйте QR-код, посмотрите подробную информацию, и вдруг вы сможете попасть на тот великий парад, который пройдет в Москве 9 мая. Таким было это утро. Увидимся завтра. Доброго всем утра и хорошего настроения. До встречи.